Королева, оно сплав находится в гостях у А? Владимира Николаевича Королева. Только зимой. Ну да. Да. А сейчас скажу. Ну давай, он сейчас скажет, как Но, чем. но сначала я скажу более интересный факт. Значит. Вот когда я поставил вот эти жерди, да, это называется вот, моментально трава стала внутри расти выше, быстрее. Я здесь выкошу раз, там надо 2 раза выкосить за это Это время. эффект пирамиды. Да, работает. моментально, не укрытый даже. Да. Вот так и стоит, это давно так стоит уже, не трогай. Вот. Но это то, что хлам я вот поставил рядом, я буду убирать. Вот. Это интересное явление такое. Так и там, если жить, так и расти будешь выше. А? Если будет Может, и укрыто, здоровее будешь? если будет укрыто растение, будет уже, без солнца это не будет. Может быть, тебе расти. раскладушку поставить и ночевать там, и все Я пройдет. там живу, Как зачем понимаешь? раскладушку? Тут свое, как говорится, свое хозяйство. Нет, Сын, ну, значит, из... Именно под куполом этим надо жить. Да, Весь эффект-то там. Конечно, В пирамидах, говорят, даже бритвы затачиваются сами по себе. Острее становятся. может быть. Но я этим, правда, не занимался. А? Ну, тут ситуация очень простая. Вот рядом с рекой растет ива. Из ивы очень легко плести циновки такие. Да? Циновки, Да, да. да, да. Очень несложно. Тут я ребятам показывал, они сами сплетали за час квадратный метр. За 2 часа вот тебе циновка. И ложись. Это как бы под матрас, короче. Ага. Да, вот. Чтобы сырость не было. Вот, дальше. Вот. Потом, значит, можно и как коврик туристический. Вот. А можно просто матрас летний период. Ну, летом-то Достаточно, сухо да. здесь. Вот. Тут припек. Да, Это да, да, солнечная страна. Значит, натянул полог марлевый, да? От комаров все дела. Так ты тут и спишь летом. Вот. Ну, на первые годы я тут Годы. спал. На первые годы, когда Да. поставил. Мгм. Вот. Так вот, насчет укрытия чума. Вот, с древних времен я тоже долго искал. Давай вот, затопим печку. вот. Топи, А? топи. Топи, топи. Ну. А? Топи, растопи, если хочешь. Так у тебя нет бересты, ничего. Тут найдешь что-нибудь. Потому что сыро может быть, да. Все сырое. Подожди, а кому буду рассказывать? Вопрос твой. Я слушаю. Нет, ему тоже это интересно. Слушай, давай я тебе расскажу, а потом, Ну, давай, ладно. потом когда будем Я думал, хоть фотографироваться, мы под дымок тут будем, то все. без вопросов. В Вон общем, красивое это дерево. летний период укрывали берестой. Вот. Я вам открою ноу-хау. Берестой? Это сколько тут бересты да. надо? Я очень долго искал. Невозможно берестой укрыть. Как бересту не храни, не делай, значит, Она вот у меня Люда дубей. собирает бересту, наоборот скручивает даже, Ага. все равно на свою, значит, как бы структуру принимает, значит, и лопается. Да. Да. А как можно ее сшить 2 куска, например? Это же надо площадь такую. Оказывается, значит, как делали вот умные наши древние люди. Вот. Чане собирали, значит, варили большую уху с разной рыбы. Вот. И там мочили вот эти свитки бересты. Прям в ухе. Да, в этом котле. Да. Вот. В этой ухе, да. Вот. Эти куски. Эта береста становилась очень мягкой. И уже не скручивалось. Да. Не скручивалась и стала мягкой. И можно шить ее, не лопалась. Да. И обыкновенно цыганской иглой ее прошивали кусками друг к другу. И Вот. целые полотна Да. делали. И, допустим, 2 метра на 6, допустим, шили. Вот ими укрывали потом. Вот. Это летом, Летний период. чтобы А не зима- жарко было. А зимой, ну, почему? Вообще от дождя надо укрыться, и от всего. А, Вот. И от гнуса и прочее. а зимой? Потому что если укрыть чум все-таки, и топится печка или костер, не столько уже залетает комаров много. Да. А потом, на зимний период вот эти меховые эти, значит, оленьи шкуры и прочее, все свое. Так это у тебя уже не твой участок. Это мой. А где граница? А вот второй участок, это Я и нижний, говорю. это второй. Это уж не твой. Так, Почему теперь, мой? Просто участок Оба двойной. твои. Владимир Двойной, да. Николаевич, расскажите, пожалуйста, про коч. Пойдемте к нему подойдем. Вот так вот здесь. Когда, в каком году вы что на нем Я делали? уже записывал что-то на эту тему. Уже, по-моему, рассказывал. У тебя, наверное, есть. То бы не было видеозаписи. Ну, это долгая история опять. А бальзама нету. А бальзама нет у тебя?
Вот жаль. Так, ну ладно. На будущий год ты мне дай одного волонтера, и я даже ему заплачу за работу. Вот. Косить траву, там прочее, значит, забор надо, видите, что творится забор. Падает все валится. Чтобы привел в порядок. Да, порядок надо привести. Чтобы уже это Выжимать. образ музея создать. Он и есть уже, но просто Ну, он чтобы привести в порядок. Да. запущенный, да, Да. запущенный. Ну вот это Кыч. Кыч это древнее судно финно-угров. Вот. Это прообраз саней на лыжах, как бы. А кто его рубил-то? Как рубил. Ну, рубил же. Нет. Для чего-то щит-то висит. А к- Там написано на щите, Ну, там мало написано. как мало. Ну, кто рубил-то? Да он не срубленный. Где ты видишь, что он срубленный? Он с досок сделан. Как? С досок Ну, сделан. я понимаю, вот это все же вот там, все топором. Но где-то топором, Ну, я про это и говорю. Обычно где-то пила, топор, все это, где-то топором, где-то Да. стамеской. Там. Да. Да, конечно, тут вырубается обязательно, вырубается Да. по доске там. конечно. Да. Так кто рубил? Ну, так кто? Я руководил, А, да, группу собрал, сделали, да. Вот отсюда посмотрите. ты смотри, какие мачты тут. Трудно себе вообразить, что это Представьте, как мы ее по затаскивали морям, по с волнам. реки. А? Вот. Мы с Как порта, его сюда могли притащить-то? с лесозавода, вернее, с затона. Значит, А, так его- по воде? Да, по воде. По сюда большой притащили, воде. Да, по большой, да. Ага. Вот. А потом раскружили, да, и И лебедками. дачников крикнул, да, все, Лебедками или так? каким лебедками? Сами? Веревка. Взяли веревки, да, и все. Раз, два. Ты смотри, ну по Бревна бревнам. положили, бревна, катки. Так и катали. А. Ну, весит-то пустые, сколько? 5 тонн. 5 тонн весит всего. Но это все уже, конечно, не годится для очередного плавания. Это с 91 года под открытым небом. Вот только последние 6 лет я вот частично реставрировал. Короче, тут у меня задняя палуба, средняя, значит, новая полностью. Вот уже отремонтирована. И там помещение жилое у тебя? Конечно. И мотор? Ну, внутри, значит, мотора нету. Какой мотор? Древнего судна. Моторов не было. Вот. Парус. Значит, внизу там фрагменты бимсов, вот эти шпангоутов. Бимсов, брамсов. бимсы. Брамсов нет тут внизу. Стеньга, брамстеньга. Наборе корпуса нет этого ничего. Нету? Тут, значит, вот бимс поддерживает палубу. Шпангоут идет под днищу, по Под бортам, днищу, до да, палубы. да, да. Вот. А на шпангоуте ложится бимс. Мгм. Между бимсом и шпангоутом, значит, стоят пиллерсы. Пилерс, вот это вертикальные. новое слово Вот. у меня, да. По бортам вот, поддерживает обшивку несколько стрингеров. Стрингеры. Орштевни, от форштевня до ахтерштевня. Мгм. Стрингеры там Да, несколько идут. он да. уже все Под палубой вдоль идут вот, кильсоны, вернее, карлингсы. А по днищу кессоны. идут кильсоны, да. Кессоны. Кильсон. Кель, Киль. кильсон. Киль в центре, а по Ага. бокам кильсон. Кельсон. Это Кильсон. маленький Вот кель. такой набор. А эти брамсы, стеньги, это уже Да. рангоут. А рангоут это на палубе. Ага, Мачты, ага, ага. рей, бушприт. Да, да, Вот да, они. да. Тут Да. тоже вот такие Это что, весла, весло у тебя? весла. А, Вот, да. вот, кстати, бушприт лежит. Это на нос. Да. Ага. Это и туда парус крепить надо на бушприт. Да, да, да. Так а у тебя никакой этой, как это называется, идола никакого не было на носу? Нет. Он сам идол. Раньше же идолы Он сам это идол. вешали какие-то идолы. Зарнянь-то это сам А? идол. Зарнянь сам идол. Ну, Зарня. Вот я и думал, что там им самое место Зарнянь там такую изобразить, чтобы Тогда она... это противоречило. А? Тогда противоречило. Противоречит? Да, вот эти идолы пошли попозже, потом, Ага. намного позже, да. Мгм. Так вот, мы на этом судне, когда ходили в Баренцевом море через Печору, мы смоделировали вот древнее плавание и убедились, что действительно на этом судне можно пройти по мелким рекам, перейти в другую, вот, и выйти Как в это море. по мелким? Ну, Вот. уж не сильно по мелким. Какая осадка? По сухому. А как же по сухому? Как отсюда вытащить сюда? Ну А это сколько что? А, тут ну реки ты вообще имеешь в нет, виду да. с Волоком. Да. С Волоком, да. С Волоком, ну да, другое дело.
А сколько Но- осадка? но- Осадка сколько у него? Осадка зависит от тебя. Вот. Тут ты тащишь, какой у него осадка на земле? Нет, вообще, когда-то он Так когда как ты загрузишь балласт, Да, груз, ну сколько? Метра два? Ну, нет, смысла нет без метра два. Зачем метра два, если на перекатах 50 сантиметров? Да. Но, что вот получается как? Вот зашли в ручей, да? Да. Вот. Воды нету практически. Мгм. Вот. Немножко поворачиваем поперек. Нос выходит на берег, корма выходит на берег. Так. Получается плотина. Раньше Подпираешь Да, да, и да. потом поплыл сам, как Раньше самосплавом. Минутку, значит, не сам. Тоже не сам, значит, тоже на искусство такое. Раньше писали литературу, очень много мы тут исправили с литературы. Мгм. Что плотина, значит, ставили, вместо плотины ставили паруса. Но паруса были дороже судна в свое Да, время. тогда. Да, вот. Были из кожи первые паруса в основном. А кожа тоже в полярных областях, тоже кожа не везде так. Ты смотри, да, Бросовая. догадаться надо, подпереть ручей, Поэтому, сделать запруду и потом Само по судно. нему это сплавлять. вот, в общем, судно поперек стоит, вода за час прибывает на метр. И потом цунами получается, Потом, да? значит, те, кто, значит, одни держатся на носу за кусты, другие, значит, на другом берегу, на корме. Вот, уже смотришь впереди, что там такое. Ага. Или отпустили нос, или корму. Разворачивается, и мы, значит, Несёмся. щегаем через даже эти луга. Нам надо всего-то 300 сантиметров воды для этого. Если ну, Это мало ты груза. да. практически рассказываешь или Вот практически, фантазия? практически. Практически? Да. У нас это снято на видео. Ты сам ты У нас чё, фильм да. создан по этому делу. Да, да, да. Да. Естественно, значит, для перехода по этим волокам сняты мачты, уложены. Вот, Ну, бушприт, понятно, да. вот, значит, ну Ну, что, Но распихано. это все как отработано да, уже, да, это да, все да, быстро, да, раз, да, раз, да, раз, да, раз, да. когда знаешь место и все. И каждый знает свое. Потом, значит, вот еще второе, что мы испытали, можно тоже сказать, что было так. У нас все говорит, что вот только парус и весла. Значит, вот. А одна из главных как бы движителей это была бичева. Это как у Вот. Два бурлака. человека выходили, допустим, да, С двух сторон. и это как хочешь, значит, как Можно удобно. с двух сторон, можно с Но одной. вот я что хочу сказать. Мы испытали даже не два человека, а нашего 16-летнего пацана с нами был. Он один тащил против течения вот этот коч. Бичевой. А почему? Развяжем березу. А почему, значит, Кудрявую. еще тут как бы так не тяжело это было? Потому что корпус тоже играет на ход. Мгм. Вот. Яйцо. Нижняя часть корпуса, яйцо. Да, И ты еще смотри. две лыжины. С одной стороны киля лыжина, вот видите, да, и с другой. Ну хорошо. Поэтому никуда не А сядет. где ж ты нашел это вот форму яйца? Ну, это где? Разрабатывал. Нет, Это уже моя работа. Личная работа. как лично? Ты же сказал, что это как бы это образец старого Да, коча. да, да. Но нет чертежей нигде. Нет рисунков, ничего нет. А как же ты Вот, тогда? вот я разработал. Ага. Вот я Так это разработал. значит новый коч. Но я до этого изучал много как бы судостроения. В частности, Фрам Наншина, музей, который я был Нансена, значит, в Норвегии. да. Вот. Он значит, нижнюю часть Фрама для дрейфания по Северному Ледовитому океану изготовил по образу коча, именно нашего. Но он более Да. крупнее И только это был. судно сохранилось. Но он крупнее был. Крупнее, Да. и обшивка толще. 15-дюймовка. И мы выдерживали 7-бальный шторм в Баренцевом море. Это вот сейчас начало гнить тоже. А сколько высота мачты это вот от палубы? Мачта, значит, тоже как бы по исследованиям, вот. Длина судна, это длина мачты, грот мачты. А, вот так вот. Да, Такое соотношение да, да, должно да, быть. такое судно. Мгм. И сколько ж длина? А тут 10. 10 и мачта 10, И мачта 10. и да. судно 10. Второй наш коч, у нас Поверх. Печоры, который там 12 метров длина и мачта 15. А печка там была у вас? Конечно, и сейчас стоит. Сейчас стоит? Там впереди стоит. Там. Ну тогда вообще комфорт с печкой-то. Но особо комфорта нет. Ну, а только если нечем ты топить. Почему? Ну, Заранее С готовишься. собой надо. Заранее готовишься. А как Тёрки. туда залазишь?
А? Залазишь куда-то? Там люки, Нет, а снизу вот сейчас как туда залезть? надо трап поставить. Сейчас С помощью трапа? Конечно, а как же? На любой туда с трапом лезет. Лестницу надо. Нет, сейчас не полезем. Не полезем? Нет, там закрыто, да, толку. Сейчас не полезем? Нет. Ну ладно. не Давай полезем. зайдем внутрь. Куда пойдем? В чум. В чум. А, В чем чум заходите? зайдем, В чем можно заходить? Жалко, что бересты у тебя нет. Хоть задымить было бы. Под место к верстаку там есть конечно. Хоть задымить было бы очень хорошо, чтобы дымок пошел. Потому что дым костра. О, Вот смотри, как раз это впереди. солнце. Вот, видишь. Сейчас я как феникс воспарю. Да. Место самое. О, у тебя тут красноголовик. Тихо. Да, 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 да. Красноголовик. Ты смотри, какой Настоящий? А бабок, тут- да? Я тут какой-то Настоящий, вот да? остатки грибов, значит, не выбросил, а тут раскидали. красавец. Какое это самое лучшее место вот это вот. Здесь солнышко греет. Хорошее И место. светло, и тепло. Опа! И верстак тут, и материал, и все. Тут самое хорошее, тут художники приезжают, садятся, рисуют. И рисует, да. Да, особенно вот. Место изумительное. Очень хорошее. Место И изумительное. тут я да. молюсь. А? Тут я молюсь еще. Да. Вот, тут Ну, я молюсь. медитирую. На север Медитирую. или на восток? Вот сюда. Очень хорошо медитирую. Северо-восток. Да. Как, восток там? Восток там. Ага. Тут Там север. север, Там солнце всходит. там восток, да. Солнце всходит и заходит. Ты смотри, у него эти, как эти-то называются, Опа. мешки. Что? Мешки как называют? Бананы-то? Как они называются? Кухтыли. А, кухты. Кухтыль. Нет, Нет? обманывай. Кухтыль-то это на трале поплавок. а Да, это, да, да. как он уже? Ну, смягчающие, да. Да, да. Это ты их брал с собой или это ты откуда просто притащил? Это мне подарили. А, На коч подарили. На Янмар. ну. Я бросил, да, так и до сюда довез. Да. Кранцы, ранцы. Кранты. Кранцы. А, Кранец. шансы. Кранец. А, кранец. Да, да, да. Франция. Ага. Вот видите, как портится. Отдал кранты. Вот отдает шерсть свою. Да. Так еще никогда не сбрасывал. Но все равно кедрам тут не очень это хорошо. Они вот шишек почему-то не дают кедрам. Ну как не дают? Дают? Дают. Почему не дают? Если ты... Некоторые дают, да? Ну, вообще все должны дать. Просто некоторые дают по, как бы, по закону. Может, у них не нормы есть. хватает там, это, вегетационного или как там периода вегетации. Ну, как? Обычно вот у нас в деревне Киров, куда я, вот у нас возле дома стоит 120 Летний. летний кедр. А, Вот ну, такой. он от природы. Да. Тут раньше рос. Нет, посадили. А, тоже посадили. Да. Растет, но одна половина высохла, какой-то червь старый. Я его спилил, Ага. вот, и вторая половина ожила тоже. Растет дальше хорошо. Огромное количество шишек дает, каждый год. Обычно через 4 года дает. А, кстати, у меня спил с этого сухого кедра здесь есть, если хотите посмотреть. Вот. Ну, так-то мы видели, вон, Я к в тому, Комсомольске кедров полно. Я к тому, что это У него тоже, красноватое такое дерево, да. Юра, еще вот этот спил-то для меня тоже интересный факт, интересное чудо такое, как бы. Вот, о чем уже много вам рассказывал, много чего такого. Да. Вот. И то, что вот как я оживлял его, тоже Мгм. рассказывал. Так вот, Аромат от него Одна- какой. одна, значит, это сухая ветвь, полностью сухая, такой толщины тоже. Вот. Перепилили, значит, сантиметров 30 от земли. Вот. Потом это, ну, там на Он что, двухствольный был, что ли? двухствольный, да. Двухствольный. Вот живой, который остался, второй ствол, теперь Да. тоже как бы. А ему не хватало на два ствола этих корней. Там дорога была по корням. А, Потом вот. я это место закрыл, Ну, как дорогу. Да, и вот это тогда тоже уже как бы, пошло, да. да. Так вот, буквально 3 года назад
Вот. Я там, я каждый год там осенью там ремонт делаю этого дома, на мне как бы это висит. Вот. Я И сейчас вот, каждый год. Сейчас мы тоже были, вот только приехали, Ага. туда, в понедельник приехали. Из Керса. Да. Но мы мало были, правда. Так вот, попросил с пилой, с хорошей пилой настоящей. Друг мой. Спили, значит, Или этот пень. такой. Пень. Вот. Ну, штиль или как не знаю назвать. Короче, спили рядом с землей почти. Чтобы он не выступал сухой. Но он будет гнить там, прочее. Да, И да. вид такой уже гнилой был. Как Ты бы, что, как там тиной срез, покрыл. как будто только сейчас это спилил дерево. Где? Я такой же корень убирал у себя на кладбище. Ну так вот тогда сейчас и сравним. Как я это... Он сразу как будто вот это ничего, он не абсолютно не гниение. Вот не- он тоже у меня начал пилить, Да. пила не берет. Да. Вот. Я потом уже начал, думаю. И аромат А такой. самому а. интересно все-таки. От древесины аромат. Я говорю, давайте все-таки носом тогда. Носом потыкал и, значит, перевернули. Да. Вот. Так там Он засмоленный такой, как камень. на руке да. сразу как будто намазали этим смолой. Да. Оттуда, на этом. А всего-то до этого. Комель, это же комель, потому что да, комель 30 всегда сантиметров смоляной. всего, да. Там смола. Потом я сделал концентрирует. бинт. Вот, привез домой сюда. Да. Вере повесил, значит, ее трюмо. Вот. И вот несколько лет, и люди не верят. Понюхайте. Пыль не садится. И запах, Запах изумительный, квартиры, да. да. Изумительный Вот. И запах. такой же кусок здесь стоит. Он Вот. бактерицидный, Если хотите, там я никакая могу нечисть показать. не воется от него. Да. Вот что интересно. Учебный класс. Да. Это просто сейчас мы не убираем, это поднимается сюда. Его не видно. Ага. Вот там диван, тут диван. Там петля есть. Да. Поэтому тут все пусто. Вот стол. А, вкусно Где- пахнет, слушай, вот этой каменкой. О, Да, это топила Вера, видимо. очень хорошо. Значит, вот что я вам хотел показать. Вот он самый, да? Да, Срез. один из блинов. Да. Вот. Вот. Ну, когда я понюхаю. Вот. Нет. Еще пахнет. Тут, наверное, уже не так. Но уже не так. Потому Уже что не мы так. топим очень сильно. Уже не так, уже сильно испарился. Да, дома сильно пахнет. Да. Но дома температура же сколько там? 20 Ну вот градусов. смотри, ничего ему, потому что он просмоленный. Да. Просмоленный. Вот так это осталась дыра гнилая, Да. да, до самой земли там. Тут тоже немножко было, я почистил просто. Это моя конструкция печки с камином. Значит, кроме камина, эта печка можно готовить. Плита, и еще 3, это самых, как их называют? Хода. Ну, Каналы. 3 канала, да. А это от Коча, это у тебя штурвал? На коче нет штурвала. А, там это руль. Так же, как и стень. А руль есть? внизу. Руль есть? Правило называется. Как? Палка, правило. Правило или Да, правило? да. Палка. А, вот смотрите. Немножко фотографий с экспедиции, посмотрите. Ну тут темно. Ну, что вы видите? Вот это парусник, да? Вот тут лучше Да, всего да, видно. да, И да. вон еще Да. видно, да? Это море, Ага. там тоже море. Ага. Вот. Вот, посмотрите. Вот тут, это уже вытаскиваете, что ли, вот здесь? А это, нет, это идем по Печорской Пымыловой вниз. А, вот здесь смотри, Это все поснимали, и Лук-Торговище. где-то тут. Вот лук торговище на Печорской Мыловой. Ага. Ты смотри, освещение есть. Вот нас батюшка Василий Благословлял благословил. на строительство. Да. Вот успел буквально за 2 недели. Через 2 недели умер. Да. Потом наша ее супруга Как звали? Василий. Василий. А вот он, вот. Это он ведь перевел Библию на ком язык. Ага. Это знаменитость. Вот он. Так Василий, Вот, это вот, он... вот, вот, вот. Рядом с Налимовым. Ну, какой язык перевел? На ком язык Библию перевел? На ком Да. язык же Да. перевел этот, Кто? как его, Стефан. Это мы не знаем, не сохранилось. Это мы Ну, не знаем. А, Он переводил, как бы, он язык создал. он фрагменты переводил. Он фрагменты, Не и фрагмент, да. он язык, во-первых. Евангелие, значит, грамматику еще- он сделал, да. Духовную литературу переводил в основном. Да, это что, все твои кумиры? Это все знаменитости нашей земли. Ну, Вы твои кто? кумиры, короче. Не почему, они Ну, они тебя они кумиры вдохновляли. Для вас, для всех. Они вдохновляли тебя. Они вот. нас вдохновляют. А?
Нас вдохновляет. Это такие же люди, Не, как ну я Ленина не знают. спорю, тебя особенно, потому Ой. что Ну, ты естественно. вот как бы, да. Естественно. Вот впереди Дмитрий Зырян, который открыл реку Колыму 370 лет назад. Вот сейчас юбилей в этом году. Рядом ее Чукич, ее как бы соратник. Вот. Благодаря имени этого человека, вернее, фамилии, Чукчей назвали чукчами. В честь Потом- него Чукчи стали. Потом Василий Латкин, которому 200 лет, с Корткироса, наш земляк. Мгм. Вот. Вот Георгий Лыткин. который- Слушай, а мы так и не сняли этот, как его, кратер-то, а? Ты хотел снять. Ёлки забыл. Забыл кратер карты? снять. Кратер с карты, да. Ну, понятно. А? И все теперь забудем и... Нет, нет, я Не, я переговорил с геологами. Да?